Ну ладно, подождем. Сейчас. Доброго дня, уважаемые любители спорта, уважаемые любители баскетбола. Мы начинаем нашу трансляцию из Сыктывкара, где через несколько минут в рамках домашнего тура Европейской женской баскетбольной лиги Сыктывкарская Ника сразится с амстердамским Orange Lions, оранжевыми львами, оранжевыми львицами. Прошла у нас небольшая церемония открытия, сейчас буквально пара минут разминки, судьи уже вот у нас на паркет выходят, и мы приступим к трансляции. Сегодня у нас самый, пожалуй, интересный матч в эфире этого тура, и вместе со мной в нашей импровизированной теле-аудио-видео, не знаю, как это назвать, студии-коморки, игрок Сыктывкарской Ники Дарья Магаляс. Дарья, доброго вечера. Здравствуйте. Да, Дарья у нас очень скромная девушка. Есть такое чуть-чуть. Да, так что, наверное, громких криков «Ника вперед» мы сегодня не увидим, да? Но в душе. Но вдруг. Да. Может быть, так будут развиваться события, что мне захочется это сделать прямо здесь. Ну, в любом случае, на паркет тебе будет выбежать достаточно тяжело. Все-таки мы высоковато сидим. Ну и, да, и вот перед нами стартовые составы играющих команд. Давайте мы вместе с вами пробежимся по ним. Начнем по традиции спортивных наших трансляций Сыктывкара с гостей. Номер 3 Луис Беттонвиль, капитан команды. Номер 6 Аннушка Майер. Номер 7 Карин Кёйт. Номер 8 Кики Флёр. 12 номер Джейд Блак-Грау. 14 Зои Слейктер. 17 Айлс Кёйт. 18 Флёр Кёйт. 23 Шарлотта Ван Клифф. И 30 Нордрис. Наверное, что-то здесь с произношением мог я немножечко ошибиться, но надеюсь, думаю, тебя простят. Да, ну, разве что только требовательные зрители из Голландии сейчас нам бы сказали, что где-то не так. Ну и Дарья, для вас наш любимый родной состав. Так, под номером 10 у нас Лидия Петина, Наталья Дашкевич под 12 номером, номер 13 Екатерина Рябова, номер 15 Екатерина Безгодова, номер 20 Антонина Семяшкина, номер 22 Виктория Пономарчук, 23 номер Екатерина Ильинова, номер 40 Юлия Полуянова, номер 53 Кэтрин Шваб и номер 56 Татьяна Бурик. Ну и наша любимая Виктория Сазонова в номер 80. Она, так сказать, любимчик публики у нас. Я так понял, и команды. Ну, в общем-то. Самый позитивный, наверное, человек в команде, отвечающий за хороший настрой и во время игр, и, видимо, не только. Ну, и не только во время игры, и вообще атмосферу она у нас делает в команде очень хорошую, позитивную, так сказать. Ну вот. И, собственно говоря, начинается у нас матч. Мы забыли еще представить главных тренеров сегодняшних команд. Хаким Салем, тренер команды Orange Lions из Амстердама, и Дмитрий Шумихин, главный тренер Сыктывкарской Ники, помощник тренера Ольга Доронина. С мячом гости из Голландии, и первые 2 очка набирает команда гостей. Что можно сказать про Orange Lions? Команда, которая выиграла 3 игры из 3 на старте Европейской женской баскетбольной лиги. И вот сейчас передача до Юлии Полуяновой не доходит, мяч остается у Сыктывкарской Ники. Ника, в свою очередь, выиграла 1 игру из 3. На выезде проходил тур в Чехии. И, соответственно, здесь терять очки Сыктывкарку, наверное, точно не стоит. Ну да, команда из Голландии, мне кажется, всегда славится своей быстрой игрой, и у них такой вот состав, мне кажется, более-менее ярко выраженных центровых. Я бы не сказала, что есть. Есть вот несколько вот девчонок, но они, в принципе, одинаковые, посмотри, одинакового роста практически все. Вот, и все такие мощные достаточно, и силовой баскетбол всегда показывают атлетически, бегут, бросают, вот у них быстрая игра достаточно всегда была. И что сборная Голландии, что вот клубные команды, мне кажется, вот мало чем отличаются. Вот они такой баскетбол любят играть. И у них процент трехочковых был где-то под 40%, но вот сейчас мы видим 23-й номер Шарлотта Ван Клифф из дуги бросала.
была неточной. Уже в атаке следующий Юлия Полуянова из-под кольца зарабатывает первый фол. Пробивной Здорово. фол, да? Да. Будет сейчас Юлия на линии штрафных. Но если посмотреть по составу Голландии, по составу сборной чуть не сказал, ну, почти сборной Нидерландов, да. Первый штрафной точен. Есть, правильно ты говоришь, практически. Тут есть и девчонки, которые, я так думаю, и в сборную ходят, в Голландии. И в сборную, и в Да. основную, и вот. не будем пока о больном, но и в сборную 3-3. Да, и вот девочка тут, вот вижу ее неоднократно, мы с ней встречались в сборной 3-3, также вот, поэтому... Мгм. Ну вот смотрите, я мысль довершу. София Брюнджес, метр 94, есть заявки, в принципе, на ЕВБЛ у Orange Lions, но сегодня ее на паркете нет. Вот есть атака, Екатерина Рябова. Молодец, Катя. Вперед. Да. 4-2 в пользу хозяек паркета. С мячом команда из Нидерландов. Да, действительно, и команда Голландии, и тренер Хаким Салем. Сейчас, смотрите, бросок точно. Ну, у нас довольно динамичная игра, Да. не позволяет нам. В принципе, как и ожидалось, мне кажется. Да, она не позволяет нам даже рассказать эту замечательную историю. Вот, и про Хакима Салема, да, тренер, который сейчас работает с основной командой сборной Нидерландов и со сборной 3-3. Да. Я думаю, вы пересекались на чемпионате Да. Европы. Ну, сейчас в коридоре тоже пересекались с ним. Пожелал удачи и... Ну, хотя я не думаю, что это было очень искренне. Вот, но Для всё тех, же. кто не в курсе, сейчас передача была довольно сильная, не совсем в руки, но здесь помешала игрок обороны Orange Lions, и в итоге мяч у Ники останется. Дарья Магалясова участвовала в этом году в финальной части чемпионата Европы по баскетболу 3-3 вместе с Натальей Дашкевич. Сейчас делает счет 6-4. Вот. И там именно команда из сборной Нидерландов преградила путь в одной, К сожалению, в да. 1/8, да, в 1/8 финала, в 1/4. Да, в общем, в плей-офф команда Нидерландов. И смотрите, еще одна результативная атака, 6-6. Вот, и с той команды и Джилл Беттонвиль, и Лоис Беттонвиль, и Флёр, и Соня Кёйт. Это все игроки, между прочим, Orange Lions, но сегодня мы с вами можем увидеть только Флёр Кёйт и Лоис Беттонвиль. Да, вторая Беттонвиль, Джилл, она, к сожалению, для команды из Голландии эту игру пропускает. Ну, вот здесь мы видим еще один фол в обороне. Хорошо, Екатерина Ильинова всегда идут такие острые вот проходы и зарабатывает постоянно фолы на себе. Это очень помогает нашей команде, мне кажется, в атаке. Да, ну и Екатерина Рябова была точна со средней дистанции. Отметилась. Молодец. Месяц практически Екатерина пропускала. Но Восстановилась она уже после травмы. достаточно хорошо выглядит сейчас, мне кажется, Да. набирает обороты и И вот такая чуть-чуть не здесь хватило. уже, да, ошибка получилась при выходе со своей половины поля и с фолом забрасывает Orange Lions. Но здесь, видимо, претензии какие-то у Натальи были. Видимо, ожидала фол, по крайней мере. И на линию штрафных третий номер, как раз Лоис Беттонвиль, о которой мы с вами только что говорили. Участница чемпионата Европы по баскетболу 3-3. Они в матче за третье место играли в этом году и уступили команде Латвии. То есть остались без медалей команда сборной Нидерландов. Точный бросок, 8-9 сейчас становится счет. Мы чуть-чуть отстаем по инфографике, но мы догоним. Мы догоним и по инфографике, и по счету, я тоже на это надеюсь. Вот, уже догнали. Здесь опять хорошо открывалась под кольцом Юлия Полуянова, попекала К ее, сожалению, не дошла. да, Зоя Шлактер, господи, да? Ох уж эти Да простят они нас. Могли бы, между прочим, по-русски называться, да? Да, я тоже так думаю, нам было бы намного проще сейчас с тобой. Вот. Ну и здесь, смотрите, Кэтрин Шваб. Кэтрин Шваб Отличный. защищалась, можно сказать, блокшот. Да. Вот. Конечно, мяч остался, вот надо даже показывать этот эпизод. Ой, здорово. Замечательно. Молодец. Но вот, к сожалению, дальний бросок пролетает в корзину Ники, 8-12, и Татьяна Бурик ведет свою команду в очередную атаку, поддерживает болельщики, мы это слышим, может быть, слышите и вы, но
Отлично, отлично. Татьяна Бурик проход, 2 очка с фолом. И увидим, Екатерина Винова прям подбадривает своего капитана. Да, видимо, получила по лицу Да. Татьяна. Ну, я надеюсь, там все в порядке. Ну и с потом ней. легкий шлепок по ягодицам от партнеров по команде. Это нормально. Да, здесь видим, спалила игрок из Orange Lions. И Татьяна Бурик на линии штрафных. 10-12 сейчас счет. И Отлично, молодец. довольно уверенно Татьяна реализует бросок. Все-таки игрок, один из немногих в Сыктывкаре, кто поиграл и в Еврокубках, имеет огромный опыт выступления, в том числе и в Евролиге с Оренбургской Надеждой. Отлично, отлично, девчонки. Ну и мяч, да, вот мяч достается Сыктывкара. Посмотрите, Дарья какой замечательный, позитивный доктор у команды Orange Lions. Засмущал. Продолжается игра. Екатерина Винова. 23 номер на Юлию Полуянову. И Юлия делает бросок точно! Мне тяжело немного контролировать себя, свои эмоции, потому что хочется, я привыкла, точнее, как-то поддерживать команду поближе находиться, и какие-то вот реплики я могу крикнуть Да, сейчас, не если что, стесняйтесь. извините, пожалуйста. Не стесняйтесь, здесь Екатерина Винова получила по лицу. Игра не остановлена. Виктория Помарчик подбор на Лидию Петину. Лидия уже тоже недавно появилась на паркете. Петина бросок не точно, борьба за подбор. И 17 номер Ильза Кёйт. Или там Кёйт. В общем, Хорошо, забрала девчонки под мяч. сейчас наши в защите работали, попытались сдваивание сделать. Да, и посмотри, какой Молодец. тяжелый бросок. 7 номер, это Керин Кёйт. А, Здесь очередная ошибка. повезло Подбор. сейчас. Подбор Юля сделала, молодец. И тут же Еще мяч в одна аут. ошибка. Такая серия взаимных ошибок у обеих команд. Видимо, сказывается нервозность какая-то проявляется. Ну, я думаю, всегда перед стартом таких игр, тем более дома, перед своими болельщиками, всегда должно присутствовать некое волнение, но это нормально. Да, ну и опять же цена здесь победы высока прежде всего для Сыктывкара. Как бы здесь отступать некуда. Из группы в плей-офф выходит 4 команды. Мы делим 5-6 место с Лиепай из Латвии. И здесь через Викторию Пономарчук пробивают. И еще одна ошибка. И буквально в одной атаке 4 Очень очка. близко стали держать в защите наших африканцев. Да, и вот в одной атаке 4 очка получилось. Буквально на ровном месте подарили команде. Но опять же сказывается, да, нервозность. Я думаю, это все исправится по ходу встречи. Снова неточный бросок и подбор за 3-м номером Лоис Беттенвиль. И здесь Лидия Петина не дает через себя пройти. Лидия Петина такой боевой наш терьер. Через нее, в принципе, сложно пройти, не получив по рукам или по еще другим частям тела. Причем чаще всего это без фолов проходит. Что Лидия, в общем, очень цепкий игрок в обороне. Но вот сейчас оставили буквально одного игрока за дугой и Лида проходит. довольно расступаются, да? Сложилось впечатление. Но вот Сазонова забирает подбор на Шваб. Конечно, Шваб для меня по инерции все время хочется назвать пятиной. Да. Вот, все-таки столько лет мы следим за ее творческим и спортивным путем. Но зарабатывает Кэтрин Шваб. Еще один фол. Ну да, и это уже 4-й командный фол для Orange Lions. Каждый следующий фол тоже будет пробивным, но посмотрим сейчас, как Кэтрин Шваб будет справляться со штрафными бросками. Первый есть. И второй тоже точно. Снова ровные цифры на табло. 16-16. Еще играть почти 4 минуты. Довольно, У нас произошла замена. довольно динамичный Так. баскетбол. Лидию посадили. И Екатерина Рябова Да. на паркете. Сейчас отчаянная атака. Вот. Смотрите, как Виктория Пономарчук просто забрала мяч у Беттенвиль. Спокойно перешли в атаку. Значит, как у ребенка конфетку отобрала. Хороший проход был от Екатерины Рябовой. Жаль, что, конечно, не забила, но Да, ну и подбор. Подбор остается здесь за Голландией, за Нидерландами.
Все-таки будет правильно называть именно так страну. Но, надеюсь, они не обидятся. Атака. Orange Lions. Супер дальний бросок и оказывается точным. Здесь, да, здесь только подняли большой палец, сказать, что это было очень классно. Вот каким Салем мы видим на тренерской бровке. Динамично жестикулирует. И тренер из Египта, египетского происхождения, родился в Гизе. С Orange Lions работает не так давно, и вот мы видим, здесь Икшинарябова теряет мяч. Проход здесь, конечно, здесь довольно легкие 2 очка, и тайм-аут берет Ника. 16-21. Не стесняйся. Завершился у нас небольшой тайм-аут за командой из Сыктывкара. Сразу скажем, что во время тайм-аутов мы все-таки звук будем приглушать, заранее извиняемся, потому что правила трансляции YouTube запрещают всякие сторонние звуки, всякую музыку. За нарушение авторских прав мы как-то не очень хотим страдать. Игра продолжается, и Виктория Сазонова отправляет мяч кому-то из болельщиков. Екатерина, конечно, пыталась его вернуть, но не очень это успешно вышло. И остается он у команды Голландии, 17 номер Ильзе Кёйт. Значит, футболист такой был, Дирк Кёйт, его тоже звали то Кёйт, то Куйт, то Кюйт, по-разному называли. И вот, мне кажется, это та же самая фамилия и та же самая сложность. И здесь фол от Юлии Полуяновой на 30-м номере на Нур Дрисом. Ну вот Хаким Салем, вот этот импозантный бородатый мужчина на заднем плане, одобряет действия своей команды. Ну, наверное, ему здесь претензий к игрокам нет. А вот у Ники, наверное, все-таки нужно справиться с волнением и прежде всего исключить свои ошибки. Потому что, по сути, счет на табло — это ошибки именно Сыктывкара самостоятельные. Первый штрафной точен Нур Дрисом. Слышим мы, что зал начинает поддерживать все сильнее и сильнее нашу команду. Я надеюсь, что это их приободрит сейчас. И, да, и вот девчонки начнут делать меньше ошибок. Ну, первый матч домашний такого уровня. Да, ну, здесь сложно было бы выйти хладнокровными. А душа таки рвется, Дарья, на паркет. Виктория Пономарчук! Молодец, Ника. Здорово очень сейчас было. И не просто здорово, еще и своевременно, да, потому что уже и минус очень 5. нужный, да, очень нужный бросок, это попадание было для Отпускать нашей команды. соперницу в дебюте, ну, встречи в конце первой четверти точно не стоит. И здесь закатывается мяч после атаки гостей. Наша любимая Кюль. Да? Татьяна Бурик. Снова Пономарчук, снова бросок. Но здесь уже подбор и сама же подобрала. Виктория Пономарчук сама подобрала, сама вот это бросила, вот очень хорошее у Вики качество совершить бросок и самой же пойти на подбор. Вот, и еще вот принесла 2 очка. Здорово, очень Вика молодец.
Снова возвращаемся на паркет после перерыва. Кстати, на такие перерывы, когда можно выступать наши танцоры, наши зрители могут включить самостоятельную музыку. Понравится сюда. Владимирский Централ, вот по такой замечательную композицию будут детям танцевать. Выходят команды на поле. Немного времени остается до конца первой четверти. И с мячом Orange Lions. Довольно молодая команда Orange Lions. Есть игроки, конечно, и опытные. Вот 93-го года, как та самая Лоис Беттонвиль. Ну, такие молодые, 2003, 2002, 2001 годов рождения. Вот сейчас снова очередная атака, бросок. Не точно, борьба за подбор. Остается мяч в Голландии. 7-й номер Кэрин Кейт с мячом. Вот против нее Татьяна Бурик. Здесь заслон и оставляет на дальний бросок. Снова точно. Вот оправдывает свое реноме дальнобойщиц команда из Нидерландов. Вот тут на паркете вот мы видим уже Джейд Благрауф, 2001 года девочка, между прочим, сейчас всю свою карьеру, если так можно сказать, про девочку 2001 года, проводит в Orange Lions. В 2004 году будет выставлена на драфт в NBA. Обороняется здесь Юрия Полуянова. И, видимо, дает фол, но под крики «Чё было-то?» болельщики не очень согласны с этим решением арбитров. Ну вот, Екатерина Рябова, Виктория Пономарчук учат друг друга, как ставить блокшоты, как защищаться, а на линии штрафных бросков Нур Дрисон сейчас будет. Есть небольшая игровая пауза. Будет бороться за подборы и Наталья Дашкевич, и Виктория Пономарчук. Ну, в общем, будем надеяться, что борьба за подборы будет сейчас после бросков. Первый, правда, точен. Вот голландки, в принципе, не важат за штрафные. Но то же самое пока что можно сказать и про команду из Сыктывкара. Вторая штрафная тоже точно. Вот 12 номер, Джейд. Такая довольно симпатичная девушка. Я наткнулся сегодня на ее инстаграм-аккаунт. Захотел переехать в Нидерланды. Я надеюсь, твоя жена не слышит. Мы все на это надеемся. Но тем временем еще один проход под кольцо. И вот, кстати, вот как раз та самая Джейд. Уже одной ногой, да? Захотевшая вернуться обратно не одна. Фалит на Виктории Пономарчук, и Вика на 2 штрафных сейчас встает. 47 секунд остается. Первый точно. Совсем скучает на скамейке запасных Антонина Семяшкина. Второй тоже точно. Совсем недавно играла Ника в Суперлиге России против ставропольчанки. И для Антонины Семяшкина, самого молодого игрока из Сыктывкара, это был прям звездный час. Почти 1,5 четверти провела она на паркете. Да, удалось ей выйти и отыграть достаточно много времени. В принципе, она неплохо да, неплохо да. показала и но выглядела сегодня хорошо. Вот по такой игре шансы ее на выход на паркет пока минимальны. Екатерина Ильинова немножко потолкалась с соперницей. 4 секунды остается у Ники на атаку. Сложный бросок на подбору Сазоновой. И Сазонова зарабатывает еще один фол. И снова будет 2 штрафных. Ника бросать, а бросать и забивать очень надо. 7 очков разница, это... Да, я надеюсь, Вика сейчас соберется, 2 броска реализует. Вы посмотрите, 23:30, первая четверть. Так мы за соточку такими темпами убежим обеими командами. Вполне возможно. Умница Вика. Первый штрафной точно. Ну, зрители любят динамичный, такой яркий баскетбол, да, где каждая атака очки. Вот мы сегодня показываем как раз такую игру. Хотелось бы, конечно, вести со счетом 30-24. Отлично. Очень нужно было сейчас реализовывать все 2 штрафных броска. И не отпускать, сокращать отставание нам очень необходимо сейчас, чтобы команда Голландии не почувствовала. Здесь буквально посадила игрок Голландии, да, набегавшего защитника. И вот ответная быстрая атака, и передача была на Екатерину Ильинову, но мяч остается у Ники. 20 секунд на атаку, в принципе, можно
подержать мяч и уже перед самой сиреной об окончании первой четверти совершить бросок. Наталья Дашкевич освобождается, пытается, наверное, освободиться. Вот нашла Виктория Сазонова, мяч на Кэтрин Шваб. Шваб довольно тяжело и ставит ей блокшот Нурдрисом. И вот уже 8 секунд. Хорош. Вот здесь. Хорош. Екатерина Ильинова, молодец. Я согласен полностью. Был пас в разрез на убегающего игрока Orange Lions. И Екатерина Ильинова прервала эту передачу. И 5 секунд остается у Lions на атаку. С мячом гости. 7-й номер. Бросок, сложный подбор. Ну и можно выдохнуть, да, здесь хорошо, что так все завершилось. 25-32, стартовая четверть довольно ярко. И у нас сейчас снова перерыв, и мы предлагаем вам насладиться группой поддержки. Итак, мы и возвращаемся в игру. Вторая четверть. Европейская женская баскетбольная лига, город Сыктывкар. Ника Сыктывкар против Orange Lions, команды из Амстердама. Приходится мне иногда перекрикивать ведущего, который кричит довольно громко, но у него микрофон получше. Ну, микрофон у него работает на весь зал, у меня-то только на комнату. Так, начинается игра. И довольно опять высокий прессинг. Очень плотно, да, очень плотно он с нами работает. И зарабатывают первый фол. На Екатерине Ильиновой. Да, как вот что я и говорила, Екатерина Ильинова очень хорошо вот обостренные такие проходы делает. Ну, на ней, кстати, опасно входить, она же может и в ответ дать. На это рассчитано. И Виктория Сазонова. Нашли Вику под щитом и довольно уверенно 2 очка Виктория набирает. И здесь, смотрите, Ильинова снова не только что была в атаке, ассист, сейчас уже перехватила мяч, снова в атаку, снова в борьбе. Катя еще в борьбе. И доходит за дугой, здесь мы видим, здесь Татьяна Бурик, выплевывает мяч. Чуть-чуть не повезло, и 17-й номер Ильза Кёйт. Удивительный по траектории бросок с фолом. И здесь, я не знаю, если такие залетают мячи, какие еще будут в этой игре. Вот. И один штрафной сейчас будет Ильза Кёйт бросать. Фол Екатерине Ильиновой как раз, да, и вот у Кати довольно динамичная первая. Везде успела. Да, и Вот скоростной, поэтому она везде успевает, да, и в нападении, и в защите хорошо отрабатывает. Ну, вот точный штрафной, 27-34, Татьяна Бурик с мячом. Кэтрин Шваб.
И здесь не хватает, конечно, амплитуды броска, и подбор выигрывает команда из Нидерландов. 7-й номер Керен Кёйт. На Изе Кёйт. Снова Кёйт. А можно просто говорить Кёйт, 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 Кёйт. Не хватало еще, конечно, вот этот второй Беттенвиль, да, и было Кёйт на Кёйт, Беттенвиль на Беттенвиль. И так бы и играли, в принципе, зато без имен проще работа комментаторов. Вот здесь довольно показывает, да, говорит, обменяемся после игры футболками. Екатерина Рябова в обороне, как раз против Беттенвиль. Ну вот это та самая Беттенвиль, с которой ты встречалась на чемпионате Европы. Да. Вот эта Она вот самая. агрессивная девочка. Чего не хватило, кстати, против команды из Нидерландов на 3-3 на чемпионате? Даже не знаю, что ты скажешь. Не хватило, может, везения где-то что-то не попали в свое защите. Даже не могу сказать, что что-то мы делали очень плохо, либо чего-то у нас вообще не получалось. Ну, даже не знаю. Ну, уже просто столько времени сейчас прошло, уже особо так и не скажешь. Ну, сейчас главное, чтобы нам хватило чего-то там, Да, и чтобы чего-то повезло там. больше нам, потому что 27-37 разница не из приятных. Она, конечно, отыгрывается и за четверти, там, и за полчетверти. Мы уже не раз видели подобное в играх баскетбольных, но вот Наталья Дашкевич заходит мяч. Хорош, Наташа сейчас молодец. У Натальи довольно было трудно входить в этот сезон после европейских игр, после стритбольного лета. Мы видели, небольшие сложности были, но сейчас в форме игрок, и здесь Лаэс Беттенвиль трешечку мажет все-таки на наше счастье с вами. Вот. И Наталья Дашкевич форму-то набирается от игры к игре. Я думаю, что в плей-офф, когда мы будем, а мы железно будем в плей-офф с вами. Жить ее семеро. Здесь не удается, не удается Виктории Сазоновой смахнуть мяч, летящий в корзину. 29-39. Очередная атака Сыктывкара. Екатерина Ильинова сейчас, смотрю, отдыхает, наслаждается Паузой, да. И фол в исполнении команды из Нидерландов. Второй фол у 14 номера, у Зои Слактер. Никогда не думал, что буду комментировать матч с участием команды из Нидерландов. И Рябова отвечает атаку на атаку и на атаку. Пока что команда из Сыктывкара. У меня такое чувство, что 7 и 17 вот эти Кёйты, сестры Кёйт, наверное. Ну, наверное, это все-таки сестры. Я в степени родства не погружался. Как будто они не садятся даже отдыхать. А вот мой любимый игрок на паркете, мы это уже выяснили. 12 номер команды Нидерландов. И нам сейчас показывают повтор момента. Здесь вот опять Наталья Дашкевич четко сыграла. Но все равно мяч остается у Нидерландов. Вот снова 7 номер. Керен Кёйт. Бросок. Недолет. И уже Татьяна Бурик. Безгодова Екатерина на Юлию Полуянову. И с фолом! 32! Ну, зато видите, да, Екатерина Безгодова появилась наконец во второй четверти на паркете. И вот результативная передача. Юлия Полуянова здесь, конечно, неплохо поборолась. И была против нее и третий номер Беттенвиль. И... Не то, что неплохо, мне кажется, очень хорошо. Очень хорошо. Ну, не будем пока хвалить, да? Надеюсь, будет повод похвалить в конце игры. Надеюсь, молодец, Юля. Штрафной Юлия Полуянова точно. Сокращаем от... Уже 6 очков, не 10, но все равно надо сейчас концовочку-то второй четверти выдать. На перерыв входить. И вот здесь достается Екатерине Рябовой. Еще один фол. И ну здесь не согласна команда из Нидерландов. Фол в нападении получила. Ну,
Ну что поделать, может быть, весь и так у вас можно в Нидерландах играть в баскетбол, у нас, может быть, так нельзя. И здесь, конечно, не будут засчитывать этот мяч. Здесь уже намного после свистка был, но я думаю, для Екатерины Рябовой было приятно просто забросить. Вот опять Кэрин Кёйт недовольна чем-то. Ты очень обращаешь внимание на этого игрока сегодня. Она все время на паркете, я не могу... Даша, если бы была бы ты на Тут еще паркете, 4 я бы игрока. обращал внимание на тебя. И опять-таки я очень надеюсь, что твоя жена все-таки не смотрит. Ой. Да, 30, кстати, мяч-то засчитали. Да, мяч засчитали, и я оказался неправ. Да, и 37-39 уже счет, с 10 очков, разница до 2 сократилась. Сейчас 23 номер, Шарлотта Ван Клифф. Передает мяч одному игроку, фамилию которого я не буду говорить. И вот это тот самый игрок с мячом. Ладно, шутки, может быть, в сторону. Очень на пару плотно. секунд. Очень плотно сейчас девочки пытались сыграть в защите, что вот привело к перехвату. И вы смотрите, что сделала Татьяна Бурик. Передача за спину и зарабатываем еще Очень один красиво гол. сейчас был момент вообще. Да. Ну, Татьяна Бурик, она показала, кто в этом городе хозяин, да. Показала, кто здесь мама. Вот. Ну и здесь 12 номер Джейд Блэграу свалила. Екатерина Ильинова ходит на линии штрафных бросков. Шанс. Забьет. Да, ну шанс сравнять счет. Вернуться-то. Мы уже вернулись в игру, понимаете. Ну, к сожалению, да, первый бросок не точно. Ничего страшного, не все должно сегодня залетать в корзину. Главное, в нужный момент, чтобы было. И второй бросок точно. Мне прямо похлопать хочется очень. Вот, до 1 очка сократили разницу. Безгодова на паркете, Полуянова, Ильинова, Дашкевич, Бурик. И что здесь? Здесь уже Нам не фол у видно. нас. Здесь фол нам дает сейчас. Второй фол Екатерины Ильиновой. 17-й, снова 30-й, Нурдрисан, снова 17-й, Зекёйт. Хорошо, Наташа сейчас тоже в защите отработала. И опять какая-то сверхдальняя попытка броска завершается точным попаданием. Ну, мы общались с тренером Ники, Дмитрием Шумихиным, он обращал на это внимание. А вот сейчас, конечно, терять мяч не хотелось. После точной К сожалению, трешки. да. Да, здесь, конечно, нужно было бы отвечать атакой на атаку. А в итоге теряем мяч. И 38-42 атака Orange Lions. И Зекёйт. Снова у нас с мячом. Находит 14 номера Зоя Слактер. Снова Ильза. И бросок не точно, Дашкевич на подборе. Здесь фол дает Зекёйт. И Наталья Дашкевич, в первой четверти был похожий эпизод, когда она просила фол для соперниц, но вот сейчас... Свистнули наконец-то. Да, сейчас свистнули. В первой четверти схожий момент был, там оставили без внимания, и там Orange Lions, соответственно, воплотили 2 очка тот перехват. Сейчас был фол, и Наталья Дашкевич на линии штрафных. Вот любит поговорить Кэрин Кёйт. Любит поговорить. Я думаю, мы после игры с ней поговорим. Запишем видеоинтервью для наших болельщиков. Ну и Наталья Дашкевич на линии. Первый точный. 39-42. И второй тоже точно. 40-42. Знаю, у центровых бывают проблемы с реализацией штрафных бросков, но вот у Натальи сейчас все хорошо. Мы видели по последним играм, как она и трехочковые бросает. Результативно. Но, думаю, сегодня тоже этот элемент из своего арсенала Наталья нам продемонстрирует. Здесь находит под кольцом 14 номера Зоя Слактер и... Здорово, Юля сейчас пошла на подстраховку, но, к сожалению, зарабатывает фол. Да.
третий фол уже у Юлии Полуяновой. Здесь нужно, конечно, ей немножечко... Да, уже нужно быть аккуратнее. Хотел сказать, пыл поумерить, да? Но аккуратнее это правильно. Это лучше звучит. Первый точен. Довольно такая, скажем, интересная фигура у Зои Сладкой, которая сейчас на линии штрафных бросков. И мажет. Она поняла, что мы ее обсуждаем, застеснялась, засмущалась и смазала штрафной. Лидия Петина быстренько перебежала на другую половину поля, развернула атаку, Екатерина Рябова, бросок Рябова и точно! 41-43. Вот не видите, но Дарья Магаряс тут. Эмоции все прям плещутся. Первый раз, да, выплескиваю свои эмоции в тишину. Тихо. И ответная атака Ференкёйц реализует бросок со средней 42-45. Петина ищет свободную зону для атаки. Перевод на Безгодова на Пономарчук. Подбор за 8 номером, за Кики Флёрен. Вот мы ее пока не называли. Кики. И здесь точно Нордриссен, 30 номер, 42-47. Искала, показалось, фол, не нашла, но все равно точный бросок получился. Готовятся девчонки к замене. Да. Скоро у нас Екатерина Ильинова, Катрин Шлап снова вернутся на паркет, пока Сазик. Полуянова. Жвачка! Вот это уже игра уже получше, чем в первой четверти, по крайней мере, по счету, потому что мы видим, и поменьше ошибок стали допускать сыктывкарки. Не без них пока что, да, но поменьше. Тем не менее, снова 2 очка, довольно, не могу сказать, что легко, но без особого труда набирает команда из Амстердама, и игра останавливается. Здесь арбитр что-то показывает. Что он показывает, Дарья? Фол опять. Тут обоюдный фол, я так понимаю, дает арбитры, потому что и Рябова получила, и Кики Флёрен получила фолы. Может быть, за разговор. На эсперанто. Может быть, на английском. Но, тем не менее, мяч сейчас будет у Сыктывкара. Готовится его вести Виктория Пономарчук. Новичок Ники. Перешла в стан сыктывкарской команды. И потеря. Ну что такое? Что ты будешь делать? Нордриссен. Еще 2 очка. И тайм-аут. Тайм-аут берет Ника. Ну, было выступление у вас на экранах в исполнении группы поддержки Ники. Обговорились мы о том, что Виктория Пономарчук у нас новый игрок сыктывкарской команды, но, наверное, большая часть игроков Ники в этом году являются новичками. В том числе и Татьяна Бурик, которая сейчас на паркете. И, кстати, вот из тех, кто на паркете, Татьяна Бурик, да, новичок, а вот и Ильинова, и Шваб, и Сазонова. Я вот да, уже девчонки по картинке были в прошлом пятого году. не вижу. Да, вот они все были в том году. Но вот Дарья Бакаряс тоже новичок, между прочим. Вот, в том году играла за Олимпию, если не ошибаюсь, белорусскую. Вице-чемпион страны. Скромненько так, да? Я вице-чемпион страны. Ну зачем мне это афишировать? Двойной? Вот.
Тем временем, Татьяна Бурик. Первый штрафной точно. И второй тоже. С мячом команда из Голландии. 3 минуты у нас остается играть в первой половине игры. Снова продолжается так, здесь Виктория Сазонова навязывает борьбу, дальний бросок снова. Но здесь не точный корпус. Кэтрин хорошо поставила спину. Попробовала нам подобрать мяч. И Кэтрин сама же разгоняет эту атаку. Решила остановиться. Мне кажется, это правильное решение, чтобы сыграть что-то. Ну, наверное, не то, что задумывалась, но вот этот нижний брейк в исполнении Кэтрин да, и Виктория Пономарчук, 48 очков. Теперь у сыктывкарской команды. Но, конечно, атака в исполнении Кэтрин Шваб была скорее для театра, для балета. Атака снова. Кейт, снова точно. Мне кажется, я нашел игрока нам в команду на следующий, ну, не на сезон, может быть, даже, может, на вторую часть сезона. Ее дальние броски нам бы не помешали. Ника в атаке, Екатерина Ильинова. Освободилась Пономарчук, Ильинова пошла в сольный проход. К сожалению, не забросила, и опять... Ну, я не буду говорить, кто у команды из Нидерландов опять шел спорить с арбитром. Я думаю, уже все и так поняли это. Да, мне кажется, ну просто человек любит пообщаться. Ну, нравится ей мужское внимание. Ну, с кем не нравится? Мне, честно, не нравится. Екатерина Ильинова сейчас будет 2 штрафных. На паркете появляется 23-й номер Шарлотта Ван Клифф. Ну, нам-то до этого какая разница, да? У нас Ильинов штрафной точно, первый штрафной есть. Ждем второй штрафной. И тоже точно. 49, да? 40, 50. 50-54. Команда Нидерландов. 6-й номер, неточный бросок. И здесь снова была борьба за подбор, остается мяч у команды гостей. У гостей, между прочим, лидером по набранным очкам в среднем является Лайс Бетонвиль, тот самый 3-й номер. Она в среднем набирает 13,7 очков. Такой неплохой показатель для такой равной команды. Но сейчас черные 2 очка и Зекёть. Свой адрес набирает 50-56. На втором месте Джилл Бетонвиль, вот ее как раз сегодня нет. Может быть, сказывается нехватка игрока основы у Амстердама, но, с другой стороны, глядя на счет, так не подумаешь. Дальний бросок Бурик не точно, попыталась забрать мяч Виктория Пономарчук, не получилось, атака Амстердама, и здесь подбор, снова проиграем подбор. Вот это не очень приятный звоночек на самом деле, да, что опять подбор проиграли. Пара атак подряд. И здесь снова мимо, и снова подбор. И здесь надо наконец-то забрать этот чертов мяч. Вот, ответить атакой на эту волну атак от Orange Lions. Здесь Кэтрин Шваб поставила все-таки руку, и снова подбор Нурдриса. Ну господи, Виктория Пономарчук. Виктория наконец-то поняла, что хватит терпеть. Да, и забрала мяч. И нужно сейчас во что бы не стало набирать очки. Здесь все-таки уже не будет засчитано, да, здесь тем более, по-моему, пробежку показал арбитр. Я, честно, не очень увидел жест за спиной. И тайм-аут Orange Lions. 3 секунды. Здесь тайм-аут, так что минуточку посмотрим.
Так, возвращаемся мы снова в Сыктывкар. 21 секунда сейчас на атаку у Orange Lions. Счет 50-56. И с мячом Нурдрисом. Мне кажется, вот она как и Кёйс, буквально без отдыха играет. Очень, видимо, хорошая физическая выносливость у игрока. И здесь Кэтрин С фолом забивает. Здесь Кэтрин, конечно, до последнего пыталась отбороться. До последнего упиралась, но все-таки проход получился, и Дрисон забивает 2 очка. И еще один штрафной, 50-58. 7 секунд останется играть. Не точно, Дашкевич! Дашкевич забирает подбор! Бурик! Бурик на ход! И что здесь? Здесь фол, не фол? Здесь мы уже не увидели вместе с вами. Мяч был на Екатерину Ильинову адресован. Видимо, без фола отоборонялись команда гостей. И мяч сейчас будет Екатерина Ильинова из-за лицевой водить. Остается ровно 1 секунда у Ники. То есть просто ввести мяч сразу и бросить. атаку, да, делать нужно. Главное найти на кого. Да, найти-то некого. Вот Пономарчук, видите, потеря, да. Ну что ж, 50-58. Очень такая результативная игра для 2 четвертей. Это хороший счет. Да, достаточно. Вот, ну, мы с вами на 10 минут прервемся, после чего вернемся в эфир.
Итак, мы с вами возвращаемся в Сыктывкар. Впереди вторая половина игры Ника Сыктывкар Orange Lions Амстердам. После первой впереди гости из Амстердама. Ведут они со счетом 50-58. Ну, а, собственно говоря, судьи показывают мастер-класс девочкам, как нужно протирать полы, которые немножечко покрылись опилками после разбитых в перерыве досок. Вот такая вот живописная у нас сейчас с вами картина. Буквально считанные минуты остаются. Ник у нас, как вы видите, справа, фиолетовая форма. Ну, на самом деле, может быть, кто-то присоединился к трансляции только что и до сих пор не понимает, в какой форме Ника, в какой форме Orange Lions, может быть, оранжевые львицы, фиолетовые, я не знаю, всякое в жизни возможно. Вот, но один из игроков Ники у нас сейчас с нами в студии, Дарья Магаряс. Дарья, как вы вообще? Еще раз поздороваться? Нет, ну как вы вообще, как вообще вот здесь обстановка? Дебют ли это для вас комментаторский? Да, могу сказать, однозначно дебют. Ни разу еще вот таким я не занималась. Со стороны смотреть, если честно, было сложно, а вот здесь, мне кажется, еще сложнее на самом деле. Просто, да, для меня это впервые. Ну, у нас на БНК большой опыт трансляций. У нас впереди хоккей с мячом, лыжные гонки. Мало ли что еще будет, там чемпионат. Зовите. Да, по бадминтону. Мы будем рады вас всегда видеть. Спасибо. Ну, тем временем появляется команда на паркете. Мяч будет сейчас у команды из Амстердама. Вот, и поехали. Флёр Кёйт была с мячом, Ильзе Керенкёйт. 17 номер Ильзе Кёйт. Сразу 3 Кёйта. Кёйты. И ошибка. Екатерина Рябова, быстрый прорыв, проход и Отлично. 52-58. Хорошее начало. Но смотрите, по ходу второй четверти Ника, уступавшая 10 баллов, смогла подобраться до расстояния 1 очка, а потом снова отпустила соперниц. И вот сейчас снова пытаемся их догнать, пытаемся переломить ход встречи. Здесь без фола, но Флёр Кёйт 2 очка, конечно, набирает. Очень много голландки, очень много идут в обыгрыши 1 в 1, силовые проходы, вот и они у них в принципе получаются. Но опять же, это же показатели индивидуального мастерства, и недаром они играют все-таки практически все игроки в разных возрастах играли за команду 3 на 3. И причем не без медалей они оставались, а вот если посмотреть на статистику Джин Беттенвиль, вот самого опытного игрока команды Orange Lions, сейчас бросок, Екатерина Рябова выплевывается корзиной мяч. Вот, она играла и за взрослую сборную Голландии, и по 5 на 5, и за все молодежные команды. И здесь смотрим легкий проход, Нурдрисен. Да, совсем легкие 2 очка да. получается. Вот, и финалист Кубка Голландии, победитель Суперкубка Голландии. Здесь, в общем, титулованные девушки-то играют Ну да. в Orange Lions. Да, ну а про тренера мы уже с вами не раз говорили, Хаким Салем. Еще 2 очка Ире Полуяновой. Вот, Хаким Салем, пожалуй, сейчас один из самых таких перспективных и интересных специалистов в Голландии, в Нидерландах. Прошу прощения, мы, конечно, будем по старой памяти называть Голландией, но все-таки Голландия — это область в Нидерландах, и они недавно приняли чуть ли не законодательно, чтобы их Голландией не называли. Здесь бросок снова точно. Ну, я вот не знаю, как можно все постоянно забивать. Есть хороший такой старт выдался у Orange Lions, и здесь фол. Фол 18-му номеру. 18-й номер, Флёр Кёйт. И на Екатерине Рябовой свалила игрок. Вот. Между прочим, 4-й фол уже у игрока, и я искренне надеюсь, что мы ее больше до четвертой на паркете не увидим. Мы если видим на пару минут и хватит. Татьяна Бурик, 56-й номер, находит под кольцом Дарью Дашкевич. Дарья разворачивается. Наталья. Пас. Наталья. Я вот прошу, заговорился. Ну, когда рядом Дарья... Хочется постоянно говорить это имя, да. Отлично сейчас, Полна Юля. Полуянова. Жалко, что мяч не зашел в корзину, но 2 штрафных, Юлия Полуянова.
Сейчас будет пробивать. 11 очков тем временем разница мячей. И это не сигнал, да, и не сигнал, но уже такой небольшой сигнальчик все-таки есть. Смотрим первый штрафной. Точно, довольно уверенно Юлия Полуянова его реализует. И второй тоже точно. Дарья практически поаплодировала. Тихонечко. Тихонечко, да, чтобы... Но хотя, с другой стороны, сейчас попадаешь громко, услышит вся страна. Ну, все, кто смотрит нашу трансляцию, кто будет потом смотреть. Здесь Екатерина Рябова отборолась, накрывала бросок, усложнила по максимуму жизнь игроку гостей. И вот Наталья уже... Дашкевич поработала на подборе. И вот уже потеря Рябовой, да. Здесь, наверное, не нужный был фол Екатерины Ильиновой, все равно залетел мяч в корзину и дополнительный штрафной, бонусный получает команда из Нидерландов. Ну, если посмотрим, да, вот 17 номер на 23-го. Ильза Кёйт на Шарлотт Ван Клифф. И Шарлотта упражняется сейчас в меткости штрафных бросков. Точно. Вот она бы, наверное, выиграла бы конкурс болельщиков в перерыве. Возможно. Получила бы фирменную футболку Ники. 56-68. Дашкевич. Ильинова. Петина. Не точно. И подбор. Подбор за Шарлотту. Ну, будем уже по-дружески ее называть. Мы уже все не знаем. Вот Дмитрий Шумихин в игре. Точный пас на арбитра. Арбитр проходит по бровке. Ищет глазами Ильинову. Дает мяч Ильинову. Ильинова вводит его в игру. Татьяна Бурик. Ильинова. Не ведется пока, да, вот 17 номер. Может быть, в Суперлиге кто-нибудь уже повелся, распластался, сказал, проходите, Екатерина, в проход под кольцо, но Ильза Кёйт не из таких. Наталья Дашкевич зарабатывает на себе фол. Снова наша Шарлотта. Та самая, которая Ван Клифф. И уже 4 фола командных, между прочим, у Orange Lions. И следующий фол будет... Каждый следующий будет пробивным. Бурик! Снова немножко не хватило. Почему-то вот действительно не хватает чуть-чуть, да? Выплевывает мяч. Не раз уж такое было. А здесь Лидия Петина почти оставила мяч в перехватила. игре, но в итоге он остается, Ники. И сборолись и Шарлотта, и Керин, та самая, которая Кёйт. В общем, боролись и упустили мяч за лицевую. Снова Татьяна Бурик с мячом. Луянова. Ставит заслон, дает мяч Петина, Бурик на Дашкевич, Дашкевич на Полуянова, Полуянова на Ильинову, Ильинова проход под кольцо и потеря. Команда Нидерланды в атаке, готовится Кэтрин Шваб выйти на паркет, снова Ильза Кёйт и фол. Фол зарабатывает Ильза. Первый фол Натальи Дашкевич. Вот Наталье Дашкевич можно еще пару раз позволить себе неаккуратно сыграть, скажем так. Продолжается атака команды Orange Lions. И здесь искали для прохода Шарлотт Ван Клифф, но немножко не хватило точности в передаче, и хорошо, что так. Видим, Екатерина Ильинова подустала, да, уже забегалась с скамейки запасных. Лидия Петина находит Бурик, освобождается, и Полуянова трешка, снова не точно, но вот не хватает, да, точности. Нужно подзавестись немножко девчонкам, потому что эмоции, отрыв... да. Не смогу сказать, что это большой отрыв. Все как бы еще реально, и я уверена, что девчонки соберутся и смогут показать, на что способны. Нужно забивать. Нужно хотя бы сейчас пауэр-атак результативно провести для уверенности. Потому что, мне кажется, именно сейчас вот в уверенности сейчас проблема может появиться. Шваб накрыла. Отлично. Главное сейчас... Не ошибиться, забросить. Снова Шваб. Проход под кольцо.
Бурик! Что? Мяч ушел за паркет? Мяч ушел за лицевой, показывает арбитр. Заступила, наверное, скорее всего. Ну, в любом случае, мяч у Кэрин Кейт. Человек, знаете, человек, который уже не нуждается в особом представлении. И небольшая пауза в игре. Будет сейчас мяч снова введен. 8 номер Кики Флёрен разыгрывает эту атаку. Рябова ее встречает Шваб. Шваб оставила 17 номера и здесь мяч покинул. Мяч покинул до того, как полетел в корзину. Можно сказать, паркет. Из-за боковой Екатерина Рябова. Петина. Встречает ее Флёрен. Ну так, показывает борьбу. Нет такого высокого прессинга, как в первой половине. Нашел мяч Сазонову. Сазонова, бросок, Сазонову подбор. Но мяч здесь уже не засчитан. Да. Значит, у нас, да, остается мяч? Мяч у нас, да, остается. Отлично. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы Вика забросилась с первой попытки. Все-таки очень результативно, знаете, после перерыва резко так на понижение пошла. У обеих команд, но у наших-то побольше. Да. Петина, Рябова, Пономарчук, и здесь до Шваб мяч не доходит. И вот такой в стиле НБА, такая заброс под кольцо. Было бы, конечно, это НБА, это было бы сразу же вколачивание мяча сверху. У девушек пока такого нету. Все вот из-за антропометрии. Но, тем не менее, продолжается атака Orange Lions. Бросок, подбор Ники. Петину встречают вдвоем. Рябова. Вот у Рябова продолжает два игрока встречать. И здесь, конечно, здесь как раз высокий прессинг, который был сыграл свою роль. Очень активно девочки начинают прессинговать наших, поэтому... Ну да, здесь Кики Флорен все сделала правильно. Быстрый проход и тайм-аут Никач. 56-70. Кто знает. Подходит к концу первый тайм-аут Ники. Снова сейчас выйдут команды на паркет. Ну, к слову, на паркете сейчас не только Сыктывкарская Ника и Orange Lions, но и Сыктывкарский арбитр Павел Фимин, который сейчас в центре поля. Да, вот сейчас мимо Хакима Салима проходит. Это наш арбитр из Сыктывкара. Учится сейчас в Питере. И будущий профессиональный судья. Ну, уже судья профессиональный, доверяет ему уже такие соревнования. Так что очень приятно видеть наших земляков, работающих уже на международных стартах. Игра возобновилась, и возобновилась она снова не очень приятно для нашей команды. Получаем фол. Мяч остается у Orange Lions. Здесь Лидия Петина. Да, вот я говорил уже в первой половине, что мимо нее трудно пройти. Не только мужчинам, но и женщинам. Да. Не только, как говорится, внешние качества, но и игровые на высоте у Лиды. И вот единственное, что, конечно, здесь нам снова не удается забрать подбор. Отмечал Дмитрий Шумихин перед игрой. Сейчас Кейт. Подбор забрали наконец-то. Так вот, отмечали, что хорошие антропометрические данные в среднем у команды Orange Lions. Они превосходят нас по росту, и будет довольно тяжело выигрывать борьбу за подбор. Но здесь вот Кейт, фол на Екатерине Ильиновой. Мне кажется, Катя немножко обиделась. Она так посмотрела после этого фола. Но обижаться не стоит. Нужно
собственно говоря, 2 штрафных реализовывать. Первый есть. Смотрим, будет ли второй. Есть второй. И второй тоже точно. Вот отлично, отлично, почти. И снова вот здесь Кёйт извиняется перед партнершами по команде. И мяч. Кэтрин получает фол. Да, вот здесь смотрите, здесь такая опасная была игра с обеих сторон, можно сказать. 58-70. Между прочим, вот отрыв-то растет здесь. К сожалению, да. Да. Вроде бы равная, по сути, игра, но отрыв действительно увеличивается. И здесь вот Кэтрин Шваб зарабатывает еще один фол. Третий персональный фол игрока. 58-70 и Кёйт на ваших экранах. Ну, видно, что игра уже набегалась уже игрок. Хочется ей, наверное, отдохнуть. Хочется ей домой в Голландию. Но приходится в Сыктывкаре играть в баскетбол. Первый штрафной не точно. Ждем второй. Повтори. Ну, второй вот точно есть. 58-71. Отрыв уже становится 13 очков. По-прежнему ничего страшного не происходит, но нужно как-то менять положение на паркете. Снова Orange Lions. Идет проход. Бетонвиль. Давненько мы ее не видели на паркете. Дают отдых по такой игре, наверное. Все-таки молодая, быстрая команда. Нужно и молодым давать поиграть. Конечно. И на линию штрафных Нордриссен. У нее, насколько я помню, проблем с реализацией не было. По крайней мере, вот, смутно по памяти, если пробежаться по волнам памяти. Не видел. Но сейчас увидел. Вот. Нордриссен говорит, если ты не помнишь, что я умею мазать, то я умею мазать. А можно вот повторить, и будет хорошо. А вот подбор забрать, Пономарчук, Сазонова. Ну, здесь спорный будет мяч. Вот как раз Павел Фимин на ваших экранах, наш сыктывкарский арбитр. Ну, или уже питерский. Ну, конечно, замечательно, что Нордриссен 2 штрафных отправила в молоко. Но еще бы было бы замечательнее забрать подбор и в ответной атаке набрать еще свои 2-3, а то и 3 очка. Команда Нидерландов с мячом. Ильинова. Ильинова снова вдвоем встречает. Мы в дебюте третьей четверти не было такого жесткого прессинга. Он вернулся. Пономарчук, не точно. Увидела, конечно, открывавшуюся Ильинову. Очень сложно дать передачу через такие длинные руки, мне кажется. Загребущие длинные руки команды из Нидерландов. Да. Шваб. Шваб встречает Бетонвиль, 23 номер. Шарлотта Ван Клифф, 23 Нордриссен. Снова Шарлотта. Ну и вот время вышло. Хорошо сейчас девчонки защищались наши. Время на атаку вышло. Да, на паркет выходит у нас Наталья Дашкевич, Юлия Полуянова. Шваб. Пора отдохнуть. Дашкевич. Наборик. Чуть меньше 1,5 минут осталось до конца третьей четверти. Ильинова. И фол. Да? Здесь уже фолы это пробивные, напомню. 2 штрафных. Катя будет снова бросать. У Екатерины Ильиновой, я знаю, много фанатов. Персонально. Вот.
за то время, которое она здесь играет, приобрела не только в Сыктывкаре, но и в других городах. А если бы еще этот штрафной бы забросила, Было бы еще фанатам бы больше. еще больше достало. Ну, второй точно, 61-71, вот разница, которая была набрана Orange Lions в первой четверти, она вот примерно плюс-минус и остается, да, она варьируется в разные стороны, но удерживается на этом отрыве, на этом расстоянии. Снова Бетонвиль, капитан команды, была точнее Бурик, потом Мединова, Бетонвиль забивает, потолкалась на Мединовой. Да, словой проход такой был. Борик, Ильинова. И еще фол. Ну, у Катерины сегодня экзамен на штрафные броски. Пора забивать 2 из 2, чтобы этот экзамен проходить успешно. Вот, болельщики кричат шайбу. Можно и ее бросить. Ай, первый мимо. Ну, по традиции нужно второй забивать. Видим, Хаким Салем читает рэп на заднем плане. Второй точно есть. С 2010 года, кстати, тренер Orange Lions тренирует на высшем уровне в Нидерландах. Тренировал АБЦ Амстердам, с которым играл только с голландскими игроками, и при этом им удалось выйти в плей-офф. Тоже такой успех, и проиграли они в четвертьфинале будущему голландскому чемпиону Лейдену. С 2011 года за Гронинген тренирует. Ну, сейчас мы продолжим. После Нурдрисен. Нурдрисен точна в первом штрафном. 74 очка набирает Orange Lions. И второй мимо. Нет, точно закатился. Я же хотел сглазить. Не получилось Не немного. получилось, да. Вот. Также главный тренер. Потому что говорим про него. Да? Был тренером клуба Аполло, который заменил Амстердам в премьер-лиге Голландии. А с 2015 года помощник тренера национальной женской сборной Нидерландов. С 2016 года главный тренер женской сборной 3-3. Вот такие специалисты. 3 секунды снова свистят в нашей команде. Вторая ошибка уже такая за игру, между прочим. Да? Вот. Ну, у нас тоже тренер. Не лыком шит, скажем, мягко, да. Естественно. Дмитрий Шумихин, главный тренер сборной России до 16 лет и помощник главного тренера женской сборной России. И вот совсем недавно в отборочных матчах участвовал вместе с тренерским штабом. Здесь 9 секунд, просто Orange Lions убивает время для последней атаки. Следует дальний бросок, слава богу, мимо, 2 секунды. Есть, ну, здесь уже не хватило банально времени для ответной атаки. 62-75, и нас ждет очень тяжелая четвертая четверть, если мы хотим переломить ход этой игры. А мы его хотим переломить.
снова мы с вами на паркете. Четвертая четверть. Может быть финальная, может быть и не финальная, если будет овертайм. А он будет только если мы сравняем счет. В общем-то мы это очень хотим, ведь и с вами Дарья Дашкевич. Трешка! Первая же трешечка в этой четверти залетает. Отлично. Вот такое начало нам было нужно и в третьей четверти, и сейчас. Да и во второй, и в первой нужно было бы. Но вот только сейчас. Что ж, отрыв чуть-чуть сокращается, но это только чуть-чуть. Находит под кольцом 14 номера. Очень Зоя легкие 2 очка Слахтер, получились, да. опять-таки. И вот Татьяна Бурик, 56 номер. Рябова, 10 очков разницы. Находим под кольцом Пономарчук. Пономарчук разворот, бросок. Не точно. Надо же из-под кольца забивать. Вика. Атака команда Нидерландов. Встречаем. И здесь Екатерина Рябова. 2 очка. Успешно. Но тут нужно выкладываться. Завтра, напомним, Ники играет с Лиепай, с командой, которая действительно уступает и по скорости, и по опыту, и по росту, по многим показателям. Молодая команда, собранная из игроков молодежки Латвии, но думаю, там будет полегче. С костьми-то надо ложиться здесь и сейчас. Бурик, Пономарчук, не дошел мяч до Виктории. И вот под крики «Наш мяч» судья отдает мяч все-таки команде из Нидерландов. Ну, сложно, конечно, нашим девчонкам дома такой матч принимать. Это дополнительное волнение. Ну и, наверное, мотивация тоже зашкаливает. Следует бросок. Точно. Опять оставляет одно за другой Кики Флорен, 8 номер. 3 очка, снова разница мячей 13. 8 минут еще играть. Дашкевич. Дальний бросок Дашкевич. И здесь, мне кажется, даже сверх дальний был. Хотя оставили неприкрытым, можно было бросать. Немножечко не хватило траектории мячу, наверное. Летел-то, в принципе, ровно. Летел хорошо, но Да, чуть-чуть сильнее нужно было. А вот здесь Ильза Кёйт. И Пономарчук подбор. Тина Рябова. Ну, остается мяч Сыктывкара. Флёрен не удалось перехватить его, хотя, конечно, ну, даже нарушила правила Кики Флёрен в попытке вырвать мяч у Рябова из рук. И Рябова сейчас, казалось, на замену уйдет, но нет, все-таки остается на паркете. Здесь посмотрим вот за этим моментом, да, здесь чуть-чуть по рукам задело, и этого хватило, чтобы получить фол. Еще один фол, и снова на Рябовой. Отлично, нам сейчас хорошо, очень нужно зарабатывать такие вот фолы, чтобы в случае... Концовочки нервные бросают штрафные. Ну и отметить, что 4-й фол, то это у Лоис Беттенвиль, капитана команды, и это тоже нужный фол. Ой. Рябова, трешка, точно! Отлично сейчас. 70-80. Надеюсь, с девчонками там все хорошо было, что-то они там попадали все. Давайте посмотрим эпизод здесь. Первый бросок, первая передача не прошла Качка. у Ильиновой. Ильинова здесь споткнулась о лежачее тело игрока Голландии. И Дарья Рябова завершила Дарья? трёшку. Екатерина Дарья, я Рябова. сказал Дарья. Да, не Дарья. Это уже, знаете, четвертая четверть, могут быть проблемы с дикцией. Они, в принципе, никогда, ну, и раньше могут проявиться. Четвертая четверть уж точно. Все-таки довольно жарко нам здесь, без воды, без питья. Быстрый прорыв. Ильинова. Есть 2 очка. 72-80. 8 очков разница. И уже тайм-аут берут гости. Ну, смотрим из-за выступления группы поддержки. Тем временем, да, 72-80. Есть Вполне все шансы. реально. Догнать. Да, можно догнать, Даш, согласен. Можно догнать, перегнать. 8 очков это вообще очень мало на самом деле. И мне кажется, и не такое отыгрывалось, и не за такой промежуток времени, можно так сказать.
мы мысленно поаплодируем группе поддержки Сыктывкарского клуба «Ника», которая сейчас была на паркете. И ждем, чтобы не менее зажигательное зрелище показали нам команды в оставшиеся 7 минут и 7 секунд. Мне даже показалось, что, наверное, немного гости полурасслабленными вышли на начало четвертой четверти. Возможно и такое, мне кажется. Увидели, почувствовали свое преимущество вот в счете и вполне возможно, что мы могли расслабиться. Ну, тут Нашим, не в будет принципе, на просто руку. так, да, конечно. Они могут еще 7 минут расслабленными поиграть, мы только за. Ну, сейчас Виктория Сазонова им покажет мастерство баскетбола. Да. Смотрите, а прессинг, ну, здесь надо было раньше, мне кажется, Рябовой выбегать. Поэтому не удалось 8 секунд задержать соперника на его половине. Важно, уже даже сейчас они смогли приостановить атаку. Вот, видишь, уже не такую быструю они могут сделать, и не такую организованную, потому что время уже поджимает, им нужно готовить бросок. И бросок, вот. да. Отлично, отлично. Но бросок уже, мне кажется, даже был после сирены, Да. и не успела бросить. Здесь можно даже было бы и фол дать, мне покажется, по-хорошему-то за эти стычки. Предыдущая игра, которая была перед этой встречей, там встречались Московская Динамо и Лиепая, чуть ли не завершилась потасовкой. Игроки решили почувствовать себя спартанцами и персами. Кто-то пытался добить лежачего ногой. 3 дисквалифицирующих фола получили на двоих команды, то есть доигрывали. Да, зрелище не из приятных, мне В кажется. усеченном составе, но для команд не из приятных, для болельщиков, которые были, это такой немножечко дополнительный драйв был. Ну, да. Но я надеюсь, что здесь мы тут без всяких таких, без потасовок. Катя Ильинова сейчас заработала фол, становится на линию штрафа. Да, и, кстати, Нур Дриссон, по-моему, да? 4-й фол получил. Ну, я вот не расслышал, но у кого-то из игроков еще один 4-й фол в Голландии. Это у них уже, по-моему, 3-й человек на 4 фолах. И это очень даже замечательно. Но вот надо сокращать отставание в счете, чтобы прям нервная концовка была. Мы хотим нервную концовку, мы хотим увидеть Нику в победителях. Первый штрафной, Катя, точно. Мы уже с этим, за Волокордином сходили в перерыве. Второй подбор! Полуянова забирает Молодец, подбор. Юля сейчас отработала. Ильинова, подбор еще, если надо будет. Пономарчук, забирай, Вика. Мне казалось, они уже забросили уже раза 3, наверное, в корзину в этой атаке, а в итоге подбор Голландия забрала, и Оранжлайн свои атаки. Снова Кэрин Кейт. Идет проход. Ну, здесь фол Вики Пономарчук, но, в общем-то, не забросила игрок Нидерландов, и то хорошо. Да. Если бы Было забросила бы обиднее, столом, да, если бы плюс бонус еще получил. да, а сейчас есть шанс, что, может быть, один уже Нур Дриссон отправляла в никуда. Почему бы не повторить это снова? Слактер и Беттенвиль будут бороться за подбор Сазоновой, Полуяновой, Пономарчук. Первый штрафной. Мимо! Мимо. Это Отлично. очень хорошо, по-прежнему остается 7 очков. Это... Ну, тут каждое очко сейчас на вес золота, мы понимаем с вами это. И второй Дриссон, ну, второй, ладно. Значит, можно сказать, что фол у Вики был оправданным. Атака вместо 2 очков принесла сопернику 1. Пономарчук. Полуянова. Ильинова. Танцы с мячом Екатерины Ильиновой. И есть! Сазонов! Виктория Сазонова. Кто бы вы думал? А вот Вика в нужный момент забрасывает. 75-81. Жалко, что со средней дистанции это был бросок, да? Да. Нам бы трешечка сейчас не помешала бы. Очень не помешала. Подбор, Вика! Хороший отрезок сейчас Вика показывает. И Катя Ильинова. Ой, А Юлия Полуянова не удалось. Там было очень тяжело бросать с таким отклонением. Прессинговали, мешали сделать бросок. И вот Татьяна Таня. Бурик, скажем, почти, не дала. почти заставила сделать ошибку. Не дала спокойно жить. Подбор забирает Юлия Полуянова. Бурик
Бурик в атаке, 56 номер, капитан Ники. Здесь остановилась, не стала лезть под кольцо. Все-таки ей одной против троих тяжело проходить под кольцо. Такой миниатюрной, хрупкой девушке. Сазонова Виктория борется, и мяч наш, мяч у Ники. Бросок был хороший, просто немножко не повезло, скажем так. Вот, ну вот так вот пол игры, да, нам чуть-чуть где-то там не хватает, там мяч не зашел, там не зашел. Плюс эти ошибки в дебюте встречи. Ну, игра действительно равная. Здесь уже кому как повезет. Наталья Дашкевич. Есть! 77-81. Наташа любит такие броски делать, такие проходы, шаги. Сколько вы, кстати, вместе с Натальей Дашкевич играете вместе? Ну вот 2 сезона мы отыграли вместе в Олимпии Гродно. Вот, и, в принципе, еще плюс каждое лето. Вот сейчас мы по 3 на 3 с ней живем, трудимся, работаем и играем. Понятно. То есть практически все лето мы также были вместе. Надеемся, и на следующий сезон это у вас продлится, практика. Кто знает, может быть. Здесь подборы Вика Пономарчук, прорыв Кати Ильинова, 23 номер, пас Сазонова, 2 очка! 79-81 и снова тайм-аут. Просто вынуждает Ника брать тайм-аут. Orange Lions, Хакима Салема, тренера команды, 2 очка. Было-то ведь 12, было больше даже, чем 12 по ходу этой игры. И всего лишь 2 балла остается между командами. И мне кажется, просели. Главное, чтобы сейчас наши девочки поняли, что требует от них Дмитрий Олегович Шумихин. Вышли на паркет, реализовали это и переломили. Вот мы уже, в принципе, переламываем ход Я игры. думаю, что все сделают правильно и все будет хорошо у нас. Вот, выходит команда снова. Бой меньше 4 минут осталось. И зал с нами. Ильза Кёйт, Керен Кёйт, 7 номер, прошу прощения. Я имена уже. Дрисен, мимо! Подбор Полуянова забирает Рябовый мяч. Хорошо, надо сравнивать сейчас. Не надо откладывать на потом уже, может быть, поздно будет. Полуянова, бросок. Точно! Ровно! 81-81. Продолжает Orange Lions использовать весь основной свой состав. И Кёйт и Беттонвиль все на паркете. Все лучшие силы сейчас у обеих команд. Этот финальный отрезок. Дриссен на 18 номер. Сверхдальний бросок. Дальний бросок мимо. Подбор Рябова. Здесь можно было спалить, конечно, на ней соперница. Полуянова. 2 очка. 83-81. Чуть ли не впервые с первой четверти Ника выходит вперед. Теперь надо обороняться. Нурдрисон с мячом против нее Полуянова. Беттонвиль против Сазоновой. Сазонова просто так не пустит. И подбор Полуянова. Рябова 13 номер. Главное сейчас удержать. Сейчас даже, может быть, в чем-то, нужно игру успокоить. Но надо забросить этот мяч. Надо забрасывать. Дашкевич, дальний бросок. Нападение. Юли дали фол нападение да. Юлия Полуянова. И Дашкевич трешка все равно была не точно. Вот было бы обидно, да, если бы залетел, да, а судья говорит фол нападение. Как, опять же, Тони Семяшкина на одной из последних игр, когда она забросила 3-очковый бросок. Там Лиде дали фол нападение. И в итоге без трешки осталась молодая девушка из Ники. Ой, ну вот он интрига. Вот наши запасы Волокордина уходят вместе с вами сейчас. И что-то там показывают, что-то болельщики гудят. Но, к сожалению, может, пропустили с вами этот момент. И Керен Кёйт, и неточная передача.
Не точно на Нурдрисен, и снова мяч будет сейчас у Ники. Наш мяч, и очень хочется, чтобы девчонки сейчас играли доверного и удержали преимущество. Но показывает Ильинова вперед, я докину, я как в 72-м году дам пас на Белова, пас Едешка Ильиновой. Бурик. А Ильинова, ну, Катя справилась. Играть на наших нервах. Было бы обидно, две атаки, значит, мне пас потеря было бы. И, нет, ну, я имел в виду, что было бы обидно, но не надо же так делать. Пономарчук из-под кольца была мимо, снова Дриссен. Но здесь Дриссен забивает, сравнивает счет Нурдрисена. Минута 45. Ильинова в атаке. Пономарчук под кольцо открывается, показывает, что я могу, но и Катя сейчас не спешит. Теперь место под кольцом Адашкевич, Бурик. Бурик на Дашкевич. Дашкевич проход под кольцо, бросок! Не точно, а мяч не покинул ли парки поля? Не покинул. Ай, пароход! И Сазонова! Ну просто, ну, Сазонатор. Знаете, она просто не позволила ничего сделать сопернице и без фола, что важно. У Вики хорошие длинные руки, она может достать все и везде. Вика в своем инстаграме жаловалась на свои руки. Ей они не нравятся. Короткие пальчики. Снова бросок заблокирован и мяч у Ники. Бурик, ну одна сейчас не будет она рисковать. Конечно же, не тот момент. Минута практически. Плюс-минус сейчас. Плюс, а через пару секунд будет и минус. Пономарчук! Двоечка! Есть! 85-83. Виктория Пономарчук в нужный момент реализовывает эти 2 очка. Здесь, смотрите, там куча молва была с Рябовой, с Пономарчук. Но все нормально. Атака Нидерландов. Керин Кёет, 50 секунд. Не Керин, это Кёет. Господи, я уже их всех могу перепутать. Да, и бросок мимо. Подбор Рябова. Рябова не будет спешить. Да, Рябова получает фол и 2 штрафных. Екатерина Рябова. Сейчас мы увидим ее на линии штрафных бросков. 40 секунд, ну 39. Нет, не увидим мы ее, потому что это все-таки не пробивной фол. Как бы нам бы с вами не хотелось, да, но Катя успокоила игру. Будет сейчас время на атаку, на неспешную атаку, и вообще будет сейчас, наверное, тайм-аут. Ника и берет тайм-аут, Дмитрий Олегович. Берет эту минутную перерыв, эту паузу. Устали все, наверное, только рысь, она вот сейчас мы видим, она по-прежнему выполняет фигуры высшего рысьего пилотажа. На самом деле очень волнуюсь за девчонок сейчас, переживаю, что, мне кажется, аж потрясывает немного меня, поэтому, пожалуйста, если что, бери все в свои руки. Не переживай, главное, матюком не надо орать в прямом эфире. Вот, а все эмоции пусть идут. Даже у судей уже горло пересохло, мы видим, они все в волнении. Завтра напомню, что мы играем с Лиепаей в это же время. 17:00. Orange Lions встретится с Динамо Московским, игра в 13:30, так что все к нам в эфир. Ну, кто может в Рено, пожалуйста, приходите. Мы, конечно, все-таки ждем болельщиков именно на нашей игре. Точно так же будет вход, поэтому советуем пораньше прийти. Но это лирические отступления. Мы с вами вновь вместе с командой возвращаемся на паркет. Екатерина Рябова. Перед ней Лойс Беттенвиль, капитан команды. Открывается Дашкевич. Рябова с мячом. Рябова не спешит, знаете. И все-таки спешит. И двоечка! Екатерина Рябова. 87-83. И уже Хаким Салем берет перерыв. Хаким Салем берет тайм-аут. И будет сейчас объяснять команде своей, что, как нужно делать. Ведь все складывалось совершенно не так, как сейчас на паркете. Все шло по сценарию Orange Lions. Но в четвертой четверти ситуация полностью изменилась, на счастье наше с вами, на счастье сыктывкарских любителей баскетбола. Полминуты. Нас ждут осталось немного. Да, полминуты вместе с вами. Самые волнительные, мне кажется.
Ну, давненько мы так с вами не переживали за нашу команду. Да. Ну, наверное, в матче с Ростовом, Да. Там, вот, конечно, была интрига, но не меньше этой в обеих встречах. Ну, особенно во второй, который мы выиграли. Выходит вот Виктория Сазонова. Улыбка года. 80-й номер. Давайте, девчонки. Надо обороняться. Полминуты пошли и фол. Ну, фол этот не пробивной. Здесь фол, наверное, даже нужный был, потому Да. что в проход игрок шла. Лучше пускай вот так сфалит, чем вы нам сейчас забили 2 очка. Ну, тем более второй фол для игрока. Это не страшно. Плюс мы так убиваем чуть-чуть время. Все-таки было 32 секунды, сейчас вот 30, ну. И фол не спортивный, да? Дарья. Да. Чистый, Здесь обычный, Екатерина да. Рябовой, ну, кстати, плохо, что на Рябовой, да, потому что у нее была проблема с травмой, мы помним. Ну, извиняет здесь Кэрин Кёйт. Может, она и не хотела, но Да, как да, получилось. Здесь, давайте вот посмотрим повтор. Очень переживательно сейчас было за Катю, потому что она приземлялась, на больное нужную плечо. руку, да. Слава богу, что вроде встала, что все в порядке. Но если было бы не в порядке, думаю, мы бы уже Катю видели на скамейке. Ты знаешь, спортсмены такие, что может даже если и очень больно, и не признаться. Первый штрафной мимо, я так понимаю. Давай, Катя. Но главное сейчас забить, и мяч все равно будет наш. Отлично. Есть! 88! Ну, раз продолжает Катя находиться на паркете, значит, все хорошо будет, да? Ведь даже сейчас вот заменили не ее. Появляется Татьяна Бурик на эти важные минуты. Секунды, не минуты. Секунды. Они просто длиться будут минутами. Да. Ой, здесь, конечно, да, здесь практически на ровном месте отдаем мы мяч Нидерландам. И это вот не самый приятный момент. Здесь, конечно, в прессинге Шарлотта Ван Клифф была хороша. По-моему, это она была 23-й номер. Лайс Беттенви. 26 секунд. Ильинова, накрывай! Подбор! 7-й номер Кёйт. Дальний, мимо. Дашкевич забрала подбор и зарабатывает на себе шпалы. Дарья, я, наверное, вас могу отпустить своей команде, нашей команде. Вы сейчас на общее, на послематчевое. Я думаю, что мы здесь ничего не увидим больше сверхъестественного, поэтому можно бежать, Даш. Я побежала. Все, спасибо всем, до свидания. Просто маленькое пояснение. В конце игры у нас все игроки, даже те, кто не принимает участие в матчах, становятся в круг, становятся благодаря болельщиков. И, ну, по такой, я думаю, что здесь уже не переломится за эти 16 секунд ход встречи. Мы отпускаем Дарью Магаряс к девушкам. Вместе, надеюсь, пережить это чувство победы. 89-83, 6 очков, 16 секунд, 90-83. 7 очков, 15 секунд. Здесь Ильинова, ну, забивает из-под Екатерины Ильзы Кёйт. 90-85 и 10 секунд тайм-аут. Ника берет тайм-аут, будет у Ники 10 секунд, то есть мы прекрасно сами понимаем, что будут сыктывкарки просто убивать время в этой последней, может быть последней, может быть и не последней своей атаке. А гости будут фалить и надеяться, что Ника как можно меньше штрафных реализует. Ну, пока предлагаем вам насладиться танцем группы поддержки Рыси. Ну, или просто группа поддержки. Рысь тоже уже устала, как и все мы, вместе с вами. Такая вот замечательная, интересная игра с интригующим финалом. Может быть, и не стоит зарекаться, финал будет еще более интригующий, но нам бы, конечно, с вами этого уже не хотелось. Подходит к концу тайм-аут, остается, здесь мы видим, подправили чуть-чуть секундомер, было 10 секунд, сейчас стало 11. Главное сейчас без ошибок, просто без ошибок принять
сделать мяч, отдать мяч, принять передачу и зарабатывать фолы на себе. Зарабатывать фолы, тянуть время. Но Татьяна Бурик, вот, нужный игрок, да, нужный игрок, который может и время потянуть, и штрафные реализовать. Спалили на Татьяне Бурик футболистки Нидерландов. И это была еще Лоис Беттенвиль. Получает она 5-й фол и в любом случае завершает игру досрочно для себя. Татьяна Бурик, первый штрафной точно. 91-85. Ждем второй штрафной у Татьяны. Второй мимо, но подбор здесь Нурдрисен, здесь фол от Натальи Дашкевич. 91-85, 6 очков, фол Дашкевич. Третий фол всего лишь для нее. Ну и 4-й командный, то есть больше фолить просто так, ну, не стоит. Следующий фол может быть пробивным, поэтому здесь нужно поаккуратнее, но и пожестче в то же время. Далее бросок, не точно. Рябова здесь показала борьбу за подбор, и все. Победа! 91-85. Побеждает Сыктывкарская Ника. Нужная победа. Плюс 6 очков. Спасибо всем, кто был в эфире. Спасибо тем, кто был на игре. Увидимся мы с вами завтра. Ника набирает вторую победу и поднимается в турнирной таблице, не снижаясь на 5-4 место. Завтра матч с Латвией. Завтра матч с Лиепаей. 17:00. Ждем вас всех в Риное. Ну, или в эфире, тех, кто не может быть здесь.